Вас вітає інформаційна служба телеканалу МКТБ. Я Леся Ушакова. В ефірі новини «Час місцевий» і сьогодні у випуску. Проект «IT-країна» – програма створення сучасної лічбової економіки у Республіці Білорусь. Другий форум стартував у Молодежне. Діалог, який здольний зламіти стереотипи. Живий бібліабар з уділом молоді відбувся у Палаці культури. Масленіца пройшла. Традиційне свято славян відзначається на протягу тижня перед Великим постом. Проект «IT-країна» – програма створення сучасної лічбової економіки у Республіці Білорусь. Як зробити інформаційні технології крайніцей доходу для громадян, бізнесу і держави. У Молодежне стартував другий форум «IT-країна». Подробязності репортажу нашого кореспондента. У сувереннай Беларусі IT-індустрія – одна з самых дынамічна развіваючыхся галін. І з кожным годам у гэтай сферы замацоўваецца ўсё больш спецыялістаў. І калі праект «IT-краіна» адзначае свой 10-гадовы юбілей, то аналагічны яму «IT-Молодежна» толькі нядаўна заявіў аб сваім нараджэнні. Таму цікавасць да мерапрыемства праявілі і моладзь, і грамадзяне пажылога ўзросту. Суть проекта – это IT для народа. Мы хотим дать народу, нашим жителям, рабочие места, причем рабочие места не абы какие, а за границей, высококвалифицированные места, чтобы наши люди, живя дома, работали за рубежом. Базовых знаний достаточно, потому что есть специальные для удаленной работы разные. Есть и диспетчеры, которым не нужна почти никакой квалификации. Есть и сайты, но сайты простенькие, сайты конструкторы. Есть и работа копирайтера, есть и другие виды работ, которые могут позволить человеку найти себя в этом проекте. Всего более 200 профессий. Гэты праект павінен змяніць горад, упэўнены заснавальнікі праекта «IT-Молодежна». Недахопу ў работніках быць не павінна. Нават калі ў чалавека ёсць базавыя камп'ютарныя веды, то гэта ўжо добры плюс. Астатняе можна дабраць на месцы. Да таго ж, работнік будзе мець справу з кампаніяй юрыдычна аформленай, а не з віртуальным работодаўцам, а гэта заўсёды выклікае большы давер. Обучение вначале бесплатное. Да, вначале бесплатное, и мы учим сразу, у кого слабые знания компьютерной грамотности, а потом уже учим основной специальности. Курс основной специальности очень маленький, максимум неделя. Там несложные, за исключением программистов там и так далее, высококвалифицированных айтишников. А всем остальным это очень легкие, простые подготовительные периоды. Беларусь уваходзіць у лік сусветных лідараў па экспарту IT-паслуг на душу насельніцтва. Да нядаўняга часу лічылася, што працаваць у сферы IT-індустрыі могуць толькі людзі з дыпломам праграміста. Але на сустрэчу ў Палацы культуры спікеры форума прыводзілі прыклады, калі моладзь удала асвойвае новыя веды і самастойна. Начинал я все с нулевых знаний, и я не обучался в БГУИРе там, или еще где-то. Мне приходилось доставать информацию с бесплатных курсов, с платных курсов в интернете, из дома. Вот. И обучившись самостоятельно, без преподавателей, без менторов, с нуля, теперь я полностью работаю как полноценный 3D-дизайнер, то есть я предоставляю дизайн-проекты, разработки. То есть для меня это огромная возможность, я в этом нашел себя профессионально, я обучился. Вот, и теперь зарабатываю конкретно на этом, то есть это мой хлеб. В команде есть опытные ребята, делятся с ними знаниями. Это очень перспективно, потому что человек без оплаты каких-то дорогих курсов, без обучения в университете практически может стать программистом за некоторые месяцы, если он очень будет стараться и проявлять прилежность и интерес, и будет более опытных ребят спрашивать и читать материалы, которые ему дают. Інтэрнэт і камп'ютарныя тэхналогіі вельмі хутка пранікаюць ва ўсе сферы жыццядзейнасці чалавека. IT-сектор сёння дае краіне 6% валавага ўнутранага прадукта, а свае паслугі ў праекце IT-Молодежна могуць аказваць людзі з самых розных прафесій – бухгалтары, журналісты, кансультанты, дызайнеры, настаўнікі, контент-менеджеры. Тут гатовы прымаць на работу і тыя катэгорыі грамадзян, якія маюць праблемы з працаўладкаваннем, хто па стану здароўя, хто по іншых обставинах. Если этот проект заработает, то, конечно, мы надеемся на создание новых рабочих мест, на трудоустройство наших незанятых граждан, особенно молодежи и
людей с ограниченными возможностями, инвалидов. Я представляю клуб «Ветрысь». Это клуб людей, якія аб'ядналіся з такой мэтай працаваць разам адпачываць, разам нейкія ініцыятывы рабіць. Вось, я сюды прыехала як прадстаўнік гэтага клуба. Это людзі з абмежаванымі магчымасцямі, дарэчы, у асноўным уваходзяць у гэты клуб, каб даведацца, як нашыя людзі могуць папрацаваць у гэтай IT-стране, павучыцца, даведацца нешта новае. Работа по интернету дазваляе працаваць на любыя рынкі і на любой адлегласці, што немалаважна ў першую чаргу для моладзі. Гэта значыць не абавязкова выязджаць за мяжу, каб атрымліваць добры заробак. Да таго ж праца ў кампаніі можа быць як асноўнай крыніцай даходу, так і дадатковай. Дзякуючы праграме «Беларусь IT-краіна» і праекту IT-маладзечна, людзі маюць магчымасць зарабляць грошы, прыносіць карысць эканоміцы і распрацоўваць канкурэнтаздольныя прадукты інфармацыйных тэхналогій. В будущем Беларуси необходимо создать до 1935 года не менее 2 миллионов рабочих мест, связанных с информационными технологиями, нано-биотехнологиями. Причем работать можно удаленно. Мир глобален. Сегодня, имея компьютер, айфоны, мы можем получать заказы с любой точки мира. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Дыялог, які здольны зламіць стэрэатыпы. Удзельнікамі сустрэчы ў Палацы культуры стала моладзь Маладзечаншчыны, а гасцямі выступілі цікавыя асобы, дзейнасці якіх учынкі і дасягненні заслугоўваюць увагі. Сярод іх фотограф Сергей Лескіць, эксперт-крыміналіст Дмітрий Пятроў і заслужаны майстар спорта Рэспублікі Беларусь Алексей Кудзін. Госці расказалі моладзі факты са сваёй біяграфіі, адказалі на пытанні, падзяліліся планамі на будучыню. 19 год стал, скажем так, и хорошим, и немножко концовочка была смазана, так как было 3 победы и 2 поражения в том году, в 2019 году. Поражение было, скажем так, на турнире по смешанным единоборствам, но там такое непонятное поражение, там судья остановил бой и остановил рано. Поэтому так а так остальные 3 боя я победил, были победы, поэтому я считаю, что тот год, 19-й, сложился для меня удачно. Но не считая того, что в декабре я должен был драться в Минске на турнире с американцем, и этот бой немножко не сложился, американец не приехал. А 2020 год, он сулит большие планы, большие перспективы, потому что на 2020 год я подписал контракт с американской компанией Barrack Knockout. Это бокс, профессиональный бокс с голыми кулаками, который проходит в Соединенных Штатах Америки, в Майами. И сейчас у меня первый бой анонсирован на 11 апреля. Я сейчас начал готовиться к этому бою. И сейчас ищут мне соперника. Подбираю соперника на апрель. А в мае я буду боксировать с известным боксером Шэн Брикс, мировой звездой. Также там в Штатах. Жывы бібліябар, а менавіта так назвалі мерапрыемства. Арганізатары пазнаёміў юнакоў і дзяўчат з людзьмі, якія здольны прымусіць задумацца аб сваіх магчымасцях і дасягненнях рэалізацыі сябе ў свеце. Зімовыя дзеткі-кветкі. У першым месяцы Новага года ў Маладзечанскім раёне нарадзілася 121 немаўля. Прычым сем'яў, якія рэгістравалі першых і другіх дзяцей, аднолькавая колькасць па 46. Ёсць у бацькоў і свая мода на імёны. Таты і мамы выбіраюць для сваіх дзяцей як папулярныя, так і рэдкія. Часцей за іншых выкарыстоўваліся імёны Максім, Артём, Мікіта, Дар'я, Елізавета. Сярэдні ўзрост бацькоў па-ранейшаму вагаецца ў межах 30 год. Прыкладна ў такім жа ўзросце моладзь уступае у шлюб. Не допустить гибели людей. У рамках адзінага дня бяспекі начальник Маладзечанскага ГРАНС Дзяніс Ушацкі сустрэўся з калектывам маладзечанскіх электрасетак. Работнік МНС агучыў інфармацыю аб асноўных прычынах узнікнення пажараў і спосабаў іх недапушчэння. Таксама не абышлі ўвагай і такое пытанне, як выпальванне сухой расліннасці, калі з надыходам вясны гараджане і вяскоўцы пачынаюць наводзіць парадак на сваіх прысядзібных участках і дачах. Напрыканцы сустрэчы усім прысутным была раздадзена наглядна-мастацкая прадукцыя на супрацьпажарную тэматыку і рэкамендавана установіць мабільны дадатак МЧС Беларусі «Помощь рядом».
Супрацоўнікамі крымінальнага вышуку Маладзешынскага раўсу адшукваецца хлопец, які можа быць фігурантам хуліганскіх дзеянняў. Інцыдэнт адбыўся ў садовым таварыстве «Ранет», размешчаным паблізу вёскі Пралескі Маладзешынскага раёна. На лінію 102 звярнуўся 69-гадовы мужчына, які распавёў пра тое, што ў яго дачным доме разбілі шкло. Па дадзеным факце Маладзешынскім раўс праводзіцца праверка. Калі вы пазналі маладога чалавека на фатаграфіі і маеце якую-небудзь інфармацыю пра яго месцазнаходжанне, просьба звярнуцца у Маладзешынскі раўс па нумарах на экране або ў райаддзел па адрасе горад Маладзечна, вуліца Галіцкага, 23. Канфідэнцыяльнасць гарантуецца. Жамчужына ў цэнтры сталіцы. У комплексе Мінск-Мір жыхары прынялі чарговы дом. Яго назва «Жамчужына» – прамы пасыл да курортнага настрою цёплага мора. Новы дом комплексу – яшчэ адзін завершаны будынак у квартале «Эміратс Люкс», які сваёй архітэктурай і каляровым рашэннем больш за ўсё нагадвае набярэжную Дубая. Як прымалі дом уласнікі кватэр і як гэта жыць у новым сучасным комплексе – далей. Люди активно берут ключи и впервые попадают в свои новые современные квартиры. Это уже 9-й дом квартала, в котором завершены строительные работы. Теперь начнется процесс приемки квартиры. Вскоре будущие жильцы смогут приступить к ремонтам. А не за горами и новоселья, как показывает практика, уже через 3-4 месяца после сдачи дома в него начинают вселяться. На 15-й этаж «Жемчужины» за секунды поднялась на скоростном лифте «Отис» Вера Медведь, чтобы переступить порог своего нового жилья. Вера Медведь рассказывает, что вместе с семьей сына жила в столичной трешке, но со временем решили разъехаться. Сыну купила на Бельского, сама вступила сюда в строительство. Меня устроила цена и то, что быстро очень построили. Ну и хороший район, и к вокзалу близко, и к детям доехать хорошо, на метро будет. Квартира евродвушка площадью 38 квадратов. Понравились большие красивые окна, и балкон хороший. И солнечная сторона у меня будет. Дом «Жемчужина» – мечта для многих. Приобрели здесь жилье себе с мужем. Сын купил себе квартиру, ну вот и решили и дочку поближе к себе. Самое главное преимущество – это расположение его, ну вот как на наш взгляд. Потому что фактически 10 минут ты в центре города, и вокзал тут прямо рядышком, если куда-то добираться. И самое главное, что вот метро планируется открываться. Транспортное сообщение с любым районом города замечательное. На 6-м этаже квартира Екатерины и Евгения Тымановичей, которые на предварительную приемку пришли с 2 дочерями. Девчонкам очень понравилась их новая светлая квартира, да и вообще весь дом привел в восторг. Не меньше эмоций и у счастливых родителей, у которых не сходит с лица улыбка. И сама квартира нравится, и весь дом. Дом успешно построился, мы его досрочно ввели в эксплуатацию. Дом соответствует всем современным требованиям. Красивый, светлый, просторный. Использованы бесшумные скоростные лифты. Просторная, красивая лобби, можно в этом убедиться. И, в принципе, хотим, чтобы здесь было счастье, любовь процветала, детки росли в этом доме, которые-то что пришли вот принимать свои квартиры. Будущих новоселов радует и строительная площадка неподалеку. На огороженной территории ведутся работы по возведению новых зданий. Строит международный финансовый центр «Минск Ворлд» и крупнейший в Беларуси торгово-развлекательный комплекс. И тут же новая станция метро. Международный финансовый центр «Минск Ворлд» – деловое сердце комплекса. Он станет не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест. Весной планируем ввести в эксплуатацию торговый центр, который будет обслуживать население этого квартала и всего многофункционального комплекса «Минск-Мир». Следующий квартал чемпионов, который мы тоже планируем вводить дома уже весной, летом, то что будут вводиться дома в эксплуатацию. Все необходимое в шаговой доступности. На территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны. В каждом квартале строительство школы или детского сада. В центральной части комплекса будет разбит новый городской парк. Зеленые, легкие всего комплекса. Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек. Через комплекс пройдет новая 3-я линия Минского метрополитена, и сразу 2 станции окажутся по соседству. В шаговой доступности также будут многочисленные остановки наземного общественного транспорта, маршруты которого свяжут комплекс со всеми районами города.
Кварталы комплекса будут свободны от машин. Владельцы смогут оставить свои автомобили на стоянках по периметру квартала и в крытых паркингах. Будущее новоселы «Жемчужины» заняты приемкой и ремонтными хлопотами. Для них главное волнение уже позади. Покупатели вошли в свои новые квартиры и поняли, что мечты сбылись. А для тех, кто еще раздумывает о покупке собственного жилья, самое время поторопиться. Ведь у застройщика как раз сейчас очень выгодное предложение. Полностью готовую к вселению квартиру здесь можно приобрести в уникальную рассрочку на 10 лет. Без процентов, переплат, увеличение цены за квадратный метр. Требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход. И даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Кредит от банка-партнера до 40 тысяч рублей, без справок и поручителей. Привлекательны и программы кредитования покупки от банков-партнеров. Это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусьбанком. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% на второй и третий год, затем 12,32%. А по программе БПС Сбербанка на первые 2 года 6,99%. В комплексе «Минск-Мир» до конца февраля проводится праздничная акция. При покупке квартиры в домах Пекин и Сидней Люкс квартала чемпионов, Нью-Йорк и Сан-Франциско в квартале Северная Америка, Гонконг и Токио в квартале Азия и Александрия в квартале Африка снижена стоимость от цены продажи квадратного метра в длительную рассрочку. Во время акции снижен первый взнос, можно внести 20% и оформлять договор покупки в рассрочку. Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу, собственными средствами, либо с привлечением кредитов банков, предусмотрены существенные скидки. В общем, стоит поторопиться и сделать выбор, и купить квартиру в престижном комплексе столицы от застройщика. Масленіца прыйшла. Традыцыйнае свята славян адзначаецца на працягу тыдня перад Вялікім пастом і захоўвае ў сваёй абраднасці шэраг элементаў славянскай міфалогіі. Звычайна гаспадыні пякуць бліны як сімвал сонца, сустракаюць гасцей, а ў календары праваслаўнай царквы гэты перыяд называецца сырная сядміца. Мясныя прадукты веруючыя ўжо не ўжываюць, а малочныя рыбы на масленіцу дазволены. Таксама будучая нядзеля 1 сакавіка даравальная, калі хрысціяне перад пачаткам паста просяць прабачэння ва ўсіх, каго покрыўдзілі словом ці справай. Последняя неделя перед постом также, она особенная. В среду и пятницу уже совершается великопостное богослужение. И тем самым церковь уже подводит всех верующих к течению Великого Поста. Всех я вас, дорогие братья и сестры, призываю именно в эту неделю набраться сил на предстоящий пост. Воскресный день и спросить у всех своих близких, дальних, у обидчиков прощения, чтобы с первой седмицы Великого Поста начать подготовку к встрече воскресшего Господа. Якім будзе надвор'е ў бліжэйшы час, даведайцеся адразу пасля кароткай рэкламы. А я з вамі развітваюся, жадаю вам толькі добрых навін, усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.